Смотрите, в программе МЧС выявили ряд нарушений в работе котельных МУП «Теплоэнергия» в рамках сезонной операции отопления. Класс с изучением эвенкийского языка и литературы открыли в одной из школ столицы. Новую спортивную площадку открыли в поселке Хандыга Тампонского района. На ней будут готовить ребят в рамках всероссийской программы «Готов к труду и обороне». Продолжаем эфир нашего телеканала новостями к этому часу. Глава Якутии обсудил с руководством Внешэкономбанка перспективные направления взаимодействия. Арсений Николаев особо отметил проекты, связанные со строительством социальных объектов с использованием механизмов концессионного соглашения, а также предоставлением транспортных услуг населению. Заместитель председателя ВЭП Олег Говорун озвучил, что в рамках концессионных соглашений госкорпорация готова выступить финансовым партнером Якутии в реализации этих направлений. Капитальный грант федерального правительства предполагается на уровне 44%, региональное софинансирование 1%, остальное средства ВЭП и Сбербанка. Такие долгосрочные решения в рамках государственно-частного партнерства значительно сокращают нагрузку на региональный бюджет. Также в Якутии прошло заседание Организационного комитета по подготовке и проведению столетия со дня образования Якутской ССР. Председателем выступил исполняющий обязанности премьера республики Андрей Тарасенко. Памятная дата будет отмечаться в 2022 году. Благодаря указу президента Владимира Путина празднование обрело общероссийский статус. На реализацию мероприятий из федерального бюджета будут направлены порядка 260 миллионов рублей, а свыше 80 миллионов из бюджета региона. Также финансирование отдельных мероприятий планируется привлечь средства крупнейших организаций и компаний, ведущих свою деятельность на территории Якутии. Направление использования социального контракта расширено. Помощь теперь может быть взята на приобретение товаров, необходимых для ремонта жилья и хозяйственных построек, подготовку к осенне-зимнему периоду, на добровольное лечение от алкогольной зависимости и другие мероприятия по социальной адаптации семьи. Также большое развитие получил социальный контракт на поддержку личного подсобного хозяйства и индивидуальной трудовой деятельности. В ближайшее время планируется активно расширять сферу поиска работы, прохождения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Средний размер помощи предпринимателям и фермерам составил 155 тысяч рублей, а на преодоление трудной жизненной ситуации 17 900 рублей. МЧС России проводит на территории республики сезонную операцию отопления. Сегодня сотрудники провели профилактические обследования квартальных котельных теплоэнергии, как в самом городе Якутске, так и в его пригородах. Выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности. По результатам осмотра руководству акционерного общества вручат предупреждения. В случае, если нарушения не будут устранены, материал обследования направят в прокуратуру. Штраф может достигать 200 тысяч рублей. Всего на территории Республики Саха-Якутия находится более 1200 объектов теплоэнергоснабжения, из которых 213 объектов находятся на территории города Якутска. На сегодняшний день проверено более 500 объектов, в ходе которых выдано 20 предостережений о недопустимости нарушений федерального законодательства. По результатам проведения профилактической операции информация будет направлена в прокуратуру. Характерным нарушением, выявленным в ходе проведения операции, является отсутствие, а также неисправное состояние систем противопожарной автоматики, а также нарушение противопожарных разрывов временных строений. Сегодня нами были проверены объекты теплоэнергоснабжения АО «Теплоэнергия». Более 120 квот на добычу охотничьих ресурсов распределили в Якутии. Минэкологии провели повторную жеребьевку. К ней допустили заявки, которые получили отрицательный результат в первый раз. Было обработано более 5000 заявлений. По результатам розыгрыша 123 заявителя получили положительное решение. Теперь эти участники должны подать заявление через личный кабинет портала государственных и муниципальных услуг республики, где следует выбрать дату, время и место получения разрешения. Класс с изучением эвенкийского языка и литературы открыли в средней общеобразовательной школе номер 26 Якутска. Туда набрали 24 ученика, из них большинство по национальности эвенки. Наша съемочная группа побывала на одном из уроков. Как видно, некоторые дети одеты в национальный костюм, и почти у всех есть специальные украшения. Как отметила учитель, это желание родителей и самих детей, а не обязательное требование. Это позволяет больше погружаться в эвенкийскую культуру и в общеобразовательный процесс. Программу по изучению языка придумали педколлектив школы вместе с Ассоциацией коренных малочисленных народов Якутии. Рассчитана она с 1 по 4 классы. Наши родители молодцы
в плане того, что они прививают детям, что родной язык и родная культура очень важны в жизни каждого из нас. И прививая таким образом детям своим это, и дети приходят уже и заинтересованные, им это интересно, они понимают, что это играет огромную роль в жизни. Бесплатное горячее питание организовали для школьников Нерюнгринского района. Сколько сегодня стоит завтрак и обед в Южной Якутии, выясняла Тамара Игнатьева. Школа номер 1 города Нерюнгри является одной из крупных образовательных учреждений района. В связи с ситуацией по ковиду школа перешла на обучение в 2 смены. Соответственно, у них 10 больших перемен продолжительностью 20 минут каждая. Где-то кормим очень рано. И на работу приходим тоже рано. В 5:30 приходим, в 7 вечером уходим. Перерыв между переменами очень маленький. Первоклассник в 8:30 кормить начинаем, а следующий уже в 9-10. Стараемся, справляемся, а куда деваться? Деток накормить нужно. Всего 489 детей начальных классов в школе охвачено бесплатным питанием. Мне понравилась тушеная капуста и рыбная котлета. Очень хорошие повара у нас готовят в школе. Вкусно. Продукты хорошие. Мне нравится, что дают в столовке, потому что это вкусно и сыто. Макароны с подливой – это просто шикарно. Обеспечить горячим питанием начальную школу – ощутимая целевая помощь семьям. Если взять среднюю стоимость школьного завтрака 80 рублей, то родители экономят существенную сумму в месяц. Бесплатное питание отразилось, наверное, так же, как и для всех родителей. Это огромный подарок нашего государства, просто огромный, потому что бюджет у всех разный. И плюс ко всему хочется сказать, что питание сбалансированное, что немаловажно для наших детей, потому что завтрак – это, наверное, самый важный прием пищи, который у нас есть на сегодняшний день. Ребята проводят в школе большую часть своего времени. Остальной категории учащихся предоставлено питание по абонементу. Это комплексный завтрак или комплексный обед по желанию детей. Заблаговременно классный руководитель подает заявку, сколько детей будет питаться по абонементу. Меню разработано в строгом соответствии с согласованным меню ТУР Роспотребнадзора по Нерюнгринскому району. Дети довольны, родители довольны. И знаете, вчера очень порадовало, что дети с удовольствием ели вчера понедельник, и по понедельникам молочная каша. С удовольствием. То есть тарелки все были пустые, дети за 5 месяцев соскучились. Желающие могут добрать за счет раздачи булочные изделия, салаты. Компенсация льготного питания для детей многодетных и малоимущих семей за счет бюджета Нерюнгринского района на одного ребенка составляет 80 рублей в день. Остальную часть, в зависимости от суммы меню, доплачивают родители. А средняя стоимость комплексного завтрака по району составляет 120, а комплексного обеда – 150 рублей. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. В местности Сасыл-Сысы Амгинского района торжественно открыли памятник участнику битвы начала 20 века. 97 лет назад там было положено начало окончательного разгрома контрреволюционеров. Александр Федорович Петров по своему завещанию был похоронен в этой местности в 1986 году. Инициатором установки памятника является ветеран КГБ, советник КГБ СССР в Афганистане Калистрат Кириллин. В истории гражданской войны в Якутии с именем Амги связано многое. Это ледовая осада Сасыл-Сысы, оборона и штурм Амги и другие бои. В 2023 году легендарная битва отметит свое 100-летие. В связи с этим ведутся плановые работы по реставрации памятников, реконструкции исторических событий. В дальнейшем Сасыл-Сысы может стать популярным туристическим маршрутом. За эти годы краеведы, историки, ветераны Амгинского района неустанно поднимали вопрос строительства и увековечивания этой местности Сасыл-Сысы и представили большой комплекс со сметой. И наш партийный проект этот вопрос включил в перечень мероприятий федерального уровня. Новую спортивную площадку подготовили в поселке Ханда Гатампонского района. На стадионе «Юность» организовали место для всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В первую очередь проект направлен на физподготовку подрастающего поколения. Пришлась ли детям по душе новая спортивная площадка, узнала Мария Винокурова.
Для строительства площадки были сооружены бетонные основания и оградительная сетка между футбольным полем. К монтажу спортивно-технологического оборудования общей стоимостью около 3 миллионов рублей приступили в середине августа. Монтаж спортивной площадки стало возможным благодаря созданию в Тампонском районе муниципального центра тестирования на базе ЦСКА «Алроса». Благодаря его созданию мы смогли принять участие в конкурсе Министерства спорта Республики. Теперь на стадионе, на свежем воздухе люди разных возрастов могут заниматься любыми видами спорта. Тут и многочисленные тренажеры, рукоходы, разнохватовые турники, скамейки для пресса, гибкости, также стол для тенниса, баскетбольный щит. Каждому найдется дело по душе и физическим возможностям. Раньше здесь тренажеров не было, и было здесь очень скучно. А теперь построили тренажеры, я стал каждый день сюда ходить. Мой любимый тренажер – это турник. И еще я люблю качать руки, пресс. Осталось докрасить часть тренажеров, нанести разметки для челночного бега, зоны для мишени. Затем состоится торжественное открытие спортивной площадки, после чего она станет доступной для регулярных занятий физкультурой и спортом и выполнения нормативов комплекса ГТО в любое время. Мария Винокурова, Александр Тиянич, Хандыга, Тампонский район. А московские Лужники стали местом встречи масс-рестлеров России. Состязания прошли в рамках фестиваля Moscow Fitness Fest и собрали участников из 13 регионов России и стран ближнего зарубежья. Максимальное число спортсменов представила Владимирская область, их было 8. Состязания прошли по стандартным правилам. 4 весовые категории у мужчин и 3 у женщин. На помосте встретились как профессиональные, так и начинающие спортсмены. Сила и ловкость определили победителей. На пьедестал почета вышли триумфаторы Амаль Сафаров из Татарстана, москвич Егор Дегтярев и другие. Среди девушек первые места перетянули москвичка Дарья Салтыкова, девушка из Владимирской области Наталья Короленко и спортсменка из Калужской области. Республику Саха-Якутия у нас ярко представил Виктор Крылов, который занял тоже призовое место. Он является студентом Московского вуза. Масс-рестлеры России всегда отличались тем, что мы очень дружны, очень толерантные. Но если говорить о всей России, то в следующие выходные, 13 сентября, пройдет открытый турнир в городе Калининграде. Потом 18 числа по 20 будут Всероссийские студенческие игры в городе Нальчике. Мы туда выезжаем специально проводить соревнования по масс-рестлингу. И к этому часу вся информация. До встречи в следующем.